Доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Новую неделю вместе с вами. Начинаем, просыпаемся. Мы, Катерина Винокурова и Павел Танин. 6 декабря на календаре, все меньше дней остается до... уже можно прям делать отсчет до Нового года, праздник, которого мы все всегда, каждый год с нетерпением ждем. И о том, как к нему подготовиться, в том числе мы сегодня будем говорить. Ну а также о многом чем интересном сегодня мы расскажем. Во-первых, такая актуальная тема, как мошенники, вот эти, которые списывают огромные деньги, в первую очередь почему-то у пенсионеров. Так получается, вот как бороться с этим, как не дать себя обмануть, об этом расскажем сегодня. Также узнаем, как украсить свой дом к Новому году. Об этом мы поговорим с нашей гостьей, обсудим самые актуальные моменты этой темы, а также... Поговорим о дизайне, да, на что нужно обращать внимание якутским дизайнерам, где сделать акцент. Об этом расскажет нам человек, который с дизайном связан не понаслышке, уже матерый мастер, можно сказать, в этом деле. Галла Борзова, наша землячка. Ну и традиционная рубрика понедельника. Прослушаем астрологический прогноз на предстоящую неделю. Не забывайте, что в прямом эфире мы работаем. Вы в этом эфире принять участие можете всегда. Поздравить кого-то, чего-то пожелать. Просто доброе утро написать, и мы это обязательно озвучим. А для этого есть WhatsApp. Номер его простой, легко запоминается. 8 914 273 4488. Делитесь с нами самыми своими приятными эмоциями. Может быть, кто-то уже поставил елки, украшает свои дома, дворы. Поэтому пишите, отправляйте фотографии. Мы будем рады разделить с вами эту радость вместе с вами, да, конечно же. Ну а далее давайте знакомиться с погодой на узнаем, что сегодняшний за день. окном происходит. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 29-32 градуса. В заречной группе от 24 до 32, в южных 14-16, в Вилюйской группе 27-33, в Нижнеленских 32-38 градусов, в западных 19-30. В Колыму-Эдигирской группе 37-46 градусов мороза, в Янске от 38 до 43. На северо-западе 29-33 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов мороза. Что ж, до Нового года всего ничего, 26 дней остается, если я не ошибаюсь. Или 25, там, в зависимости, как считать именно. Тем не менее, да, праздник этот нам с детства знаком, мы его каждый раз, как в детстве, ждем, с этой наивностью, чувством волшебства, в ожидании, самое банальное, это в ожидании подарков, конечно же. Да, самое время украшать дома, ставить елки, готовить новогоднее меню. А так, к примеру, в Хандекской школе уже встретили первых гостей. Да, во-первых, там появились символы будущего, грядущего 2022 года. Это тигры, и теперь они встречают всех, кто приходит в школу. Вторая учебная четверть особенно трудна для школьников. Сядем, да? Зима, холод, накапливается усталость. И какова была радость хандекских ребятишек, когда морозным декабрьским утром на пороге школы появились Дед Мороз со Снегурочкой, Снеговик и два огромных тигра. Сегодня на крыльце Хандекской средней школы поставили тигров. Это символ года. Они очень красивые, и их сделали из подручных материалов наши учителя. И когда я пришла в школу, я увидела этих тигров. В темноте они очень красиво светятся, и у меня сразу поднялось новогоднее настроение. Эти тигры получились очень хорошо, и у них очень красиво светятся фонарики, и их, наверное, было очень трудно делать. И я надеюсь, их никто не сломает до Нового года.
Украшать парадный вход разными сказочными персонажами, сделанными своими руками – давняя традиция Хандекской средней школы. Руководитель проекта – заместитель директора по ресурсному обеспечению Кристина Курочкина. Над созданием конструкции этого года трудилась небольшая творческая группа и энтузиастов своего дела. Заведующая хозяйством Наталья Дзюман, учитель ОБЖ и физкультуры Александр Осетров и сантехник Тимурбек Рахмонов. Один вырезал фигуры из фанеры, другой раскрашивал, третий подводил электрику. Фанера у нас ширина 1,5 метра и длина 2,20. Мы его на проекторе нарисуем через проектор на фанеру. И потом, как нарисовали, будем резать его. Как отрезали, уже тебе будет почти готово. На это резко и нарисовать где-то максимум 2 часа не пройдет. На изготовление тигров требовалось время, но оно того стоило. Теперь парадная Хандекской средней школы – главная фотозона детворы. Символов грядущего года взрослые делали без спешки, по 1,5 часа в день между основной работой. В течение недели был готов первый тигр, затем еще 2. Ну, самое затратное – это фанера дорогая. Приблизительно 3500 лист выходил, 2 на 1,20 м где-то. Остальное – подручные средства. Остатки краски где-то нашли, лобзик был у нас, и закупили гирлянды, самые простые, дешевые. Вот так, дешево и сердито, работники Хандекской средней школы изготовили изумительных по красоте символов наступающего 2022 года – голубых водяных тигров. Первый предновогодний подарок, который на радость всем. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбовский район. Ну да, украшения это всегда приятно. Вот раньше в детстве, да, помню, ну вот я не знаю, как из снега, конечно, лепить, но в школе постоянно из бумаги что-то вырезали, снежинки какие-то и прочие Да, вещи. такое атрибуты. постсоветское детство, да? Да. Все из бумаги. Но, тем не менее, украшать классы и дома – это очень хорошая традиция. Она Да. очень сплочает и коллектив, и домочадцев. Домочадцев особенно, учитывая фразы «куда ты вешаешь этот шар, здесь некрасиво, тут несимметрично, уйди, я все сама сделаю». Это самые сплочающие фразы. На самом деле, конечно, доля юмора здесь присутствует. Но очень любит создавать уют в своем доме наша гостья. Мы рады представить вам Матрёну Стручкову. Она у нас ведет блог в Инстаграме и делится с подписчиками какими-то оригинальными советами по созданию, да, украшению интерьера. Матрёна, расскажите нам немножко о себе. Так, здравствуйте, меня зовут Матрёна Стручкова, мне 31 год. Я домохозяйка, у меня 2 детей, старшему 11 лет, младшей 2 года. И я веду свой блог о домашнем уюте, декорирую свой дом. Вот. И... Хорошо подготовились, такая справка, да, ознакомительная. Вот Матрёна, мое вы- резюме. Да, Матрёна, вы пришли к нам не с пустыми руками. Ага. Стоит отметить, что очень вкусный аромат, приятный в нашей студии от Хвои, да? Да, Нобелис. Мгм. Что мы будем делать? Вот, я хочу сегодня сделать новогодний венок и вот из настоящих веток Нобелиса. Вот, это делается очень быстро и легко. Для этого нам понадобится вот такой венок из соломы. Продается во всех цветочных магазинах. И вот такие ветки Нобелиса. Мы их просто, и нитка, и ножницы, мы их просто вот так привязываем. Ага. То есть ни капли клея, все. Нет, да, все привязываем. Где вы собирали ветки? Ветки я купила тоже в цветочном магазине. То есть, в А, принципе, они сегодня продают. все можно где-то приобрести. Да, да, и можно все своими руками сделать. Главная фантазия, знать, что искать. Вот, и я буду делать, да? Да, конечно. Мгм. Будете делать и параллельно общаться с нами. Ага. Говорят, что новогоднее настроение мы создаем сами. Что вы делаете для этого? Мы начинаем украшать дом где-то в конце ноября. Я уже думаю, какие игрушки сейчас можно вешать. Я стараюсь каждый год свои игрушки менять, новогодние игрушки. Вот, и
и я сейчас уже елку поставила, и вот уже на днях буду украшать. Да, вот как раз мы видим, да? Вы всей семьей украшаете, это ваша традиция? Да, это наша традиция, всей семьей украшать. Вот говорят про эти фразы, когда ты повесил шар здесь несимметричный, звучат они у вас во время? Да, звучат, у нас звучат, да. Вы ответственность берете на себя? Да, или- ага, себя беру. На самом деле елка это очень ответственная такая задача, очень важная. Все-таки как встретишь Новый год, так и проведешь. Но вообще, какие нынче, может быть, цвета в моде, какими, может быть, шарами какого цвета лучше украшать елку Дом. в этом году? Да, я вот украшаю елку по предстоящему году. Например, сейчас у нас водяной тигр будет, да, и вот сейчас, ну, в моде оттенки синего. Синий, белый. Вот я хочу как раз украсить синими игрушками и белыми. Вот, ну и еще золотой тоже в моде цвет. Ну, соответственно, на это же нужно ориентироваться. И, ну, как правило, женщины всегда очень с толком, да, с чувством, с расстановкой подходят к украшению новогоднему. То есть такие же цвета, наверное, выбирать. Да, наряд, ага. Да, ну вы уже определились с выбором новогоднего платья? Ну да, синий тоже синего оттенка будет. Такой в спокойных тонах синего оттенка. Говорят, что год, ну то есть тигр, он не любит слишком ярких оттенков, поэтому такие сдержанные. Ну, Сдержанные, спокойные. Да, спокойные цвета. Ага. Ну и, наверное, самый главный вопрос, во всяком случае, для меня новогодний стол. То есть что можно посоветовать в этом году, чем украшать стол, что на него подать. И всегда ли у вас меняется меню новогоднее? Да, тоже по предстоящему году. В этом году, конечно, много мяса, так как тигр, ну, хищник, да, любит мясо. И я считаю, что, ну, так как новогодний тигр, водяной, то и блюдо из рыбы должно быть. Что ж, Матрёна, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, поделились хорошими советами. Немножко не успели, но мы обязательно покажем результат чуть позже. Позже, а пока поговорим о фестивале «Зима» начинается в Якутии, он завершился буквально вот недавно, да, вот и недавно. в рамках него прошел показ уже традиционный Arctic Fashion Show. Да, каждый год организаторы проводят огромную работу, масштабы, красота, все это. Ну, опять же, это все двигает, дает какие-то ориентиры дизайнерам нашим местным. Да, и организаторы открывают таким образом новые имена, а у участников есть шанс показать свои работы. И заявить о себе. Сделать моду Якутии новым брендом республики возможно, благодаря в том числе проекту Arctic Fashion Show, которое за 3 года стало главным событием в мире якутской моды. В этом году заявок на участие от модельеров поступило так много, что был организован отбор. В итоге свои коллекции представили 26 дизайнеров. Основная тема шоу – все об Арктике, от ее природы до цифровизации. Зрителям показа была представлена нашумевшая в мире моды коллекция от якутянки Александры Корякиной, создателя бренда «Заза». Ее работы украшают страницы самых модных мировых журналов, а принты на образах трактуют алгыс традиционное благословение. Все коллекции идут красной нитью. Это тема экологии, цветов, это живая природа. Она сама якутянка же, она, конечно, болеет за экологию и природу. И у нее в коллекциях, да, есть присутствует там растительные элементы, это лепестки, цветы, принт на платьях, это цветочные принты. На данном мероприятии участвуют как уже известные именитые модельеры на всю страну и даже за пределами ее, так и, как мы сейчас только что узнали, имеются модельеры, школьники, подростки. Сейчас мы пообщаемся с одной из них, ее зовут Юлиана. Здравствуйте. Это ваш первый такой серьезный показ. Расскажите ваши впечатления и что у вас за идея? Меня зовут Юлиана. Мы, получается, команда подростков «Атмосфера». Мы являемся таким творческим объединением. Мы развиваемся в фэшн-индустрии и в сфере музыки. Все шили сами, получается, подростки. Вот один из образов. Шила тоже девочка, школьница. Все придумывали сами. Наша идея апсайклинг. Получается, переделанная одежда, экологичная тема получается. И у нас вся коллекция джинсовая.
На создание своей коллекции многих молодых дизайнеров сподвигло именно это шоу. Таким образом реализовалась мечта. Я занимался перекупом одежды, и в плане стиля я всегда чувствовал некую тягу. И именно этот показ дал мне очень сильный толчок на изготовление своей собственной коллекции дизайнерской. 3 года назад это шоу было организовано известным модельером Варварой Филипповой. В этом году дизайнер трагично скончалась, и нынче представление посвятили ее памяти. В конце показа близкие подруги Варвары Филипповой вышли на подиум в созданных Варварой нарядах. А главный стилист показа Гала Борзова стала амбассадором проекта еще в прошлом году, также по просьбе Варвары. Гала отметила своеобразный почерк и талант якутских дизайнеров, а также высокий уровень организации мероприятия. Когда я приехала сюда, я увидела, что многие действительно сделали то, что объявили в заявке, я искренне удивилась. Очень хороший уровень, очень самобытно, очень интересно и действительно отличается от того, что происходит в фэшн-пространстве. То есть здесь есть именно уникальность. В будущем Arctic Fashion Show планируют вывести на арктический уровень. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Что ж, красота, прекраснейшая Arctic Fashion Show. Мы к этой теме сейчас еще вернемся. Ну и красота у нас и в студии уже готова. Мы готовы показать практически конечный результат. Матрена сделала нам венок из какой хвои? Нобелис. Нобелис. Нобелис Да. и венок сена, который можно приобрести в любом цветочном магазине. Красота и сразу запах, атмосфера Нового года, да? Можно, я так понимаю, добавить какие-то шарики, украшать, ленточки. украшать уже по своему желанию. Да. А ушло на это всего буквально 6 минут, ну, не учитывая поиска вот ингредиентов, скажем так. Матрена, спасибо еще раз большое, что пришли в эту студию, показали Да. мастер-класс С такой. наступающим вас Новым годом, Вас новых творческих идей. Спасибо. Да. А мы вернемся к Arctic Fashion Show. Главным стилистом показа выступила наша землячка, известный в России стилист Гала Борзова. И с ней встретилась наша коллега Полина Долинская. Гала, здравствуйте. В этом году у нас в Якутии, на вашей родине, уже в 3-й раз проходит модный показ Arctic Fashion Show, идейным вдохновителем, который является Варвара Филиппова. И вы стали главным стилистом этого проекта. Как вы вообще оцениваете нынешний показ и какие были новшества? Добрый вечер. Мне есть чем сравнивать. В прошлом году я была по просьбе Вари амбассадором проекта и следила за проектом в прямом эфире. Но я скажу, что в этом году все гораздо глобальнее. Огромное количество дизайнеров, очень большой интерес. Участвуют даже дизайнеры, которые сейчас живут в Москве, в Стамбуле, в Санкт-Петербурге. Они отправили вещи, дистанционно выбирали модели. Огромная команда, 300 человек задействовано в бэкстейдже. Я думаю, что это очень большое событие, культурное и модное для всей республики. В прошлом году приняли участие 22 дизайнера со всех уголков нашей республики и студенты Варвары в том числе. Как вы думаете, может ли это шоу выйти на международный уровень? Я думаю, что вполне может, и мы даже обсуждали с министром предпринимательства. Мы говорили об этом, что есть интерес и у других регионов, и если республика будет поддерживать это мероприятие, я думаю, что все получится. Ваше имя известно в фэшн-индустрии не только в России, но и далеко за ее пределами. Вы работаете с мировыми глянцевыми изданиями. Вот как вы оцениваете уровень якутских дизайнеров на сегодняшний день? Честно, я даже не ожидала. Мое удивление произошло еще на этапе отбора дизайнеров. Очень многие представили не готовые луки, а только эскизы. И я выразила искреннее сомнение в том, что эти наряды, эти эскизы могут быть реализованы. И когда я приехала сюда, я увидела, что многие действительно сделали то, что объявили в заявке, я искренне удивилась. Очень хороший уровень, очень самобытно, очень интересно и действительно отличается от того, что происходит в фэшн-пространстве. То есть здесь есть именно уникальность. Многие дизайнеры нашей республики, они стараются, кроме модных каких-то принтов, использовать еще и наши национальные орнаменты. Как вы считаете, есть ли будущее у такой одежды и стоит ли дальше продвигать именно нашу самобытность? Но почему нет? Ну, те же пейсли, это же тоже национальный рисунок. То есть и мы его сейчас носим в том числе и в Якутии. То есть поэтому наши орнаменты очень красивые, очень интересные, несут определенный смысл, якутские узоры. Поэтому мне кажется, что вполне, если продвигать это,
то это может быть действительно востребовано в фэшн-индустрии. Лично у вас есть в гардеробе вещи наших якутских модельеров? Ну а как же, да, у меня есть вещи от Варвары Филипповой, от Доры Николаевой, от Пети Яковлева, Заза, и Мус, и Солка. Ну то есть прям действительно большая коллекция якутских дизайнеров у меня уже есть. Ну и как вы думаете, в какую сторону должны смотреть дизайнеры нашей республики? Я предлагаю смотреть прежде всего на крупные международные недели моды. Это Америка, это Франция, это Италия. Я предлагаю смотреть фэшн-съемки, которые происходят в Азии. Это Китай и Япония, потому что сейчас фэшн-индустрия больше направлена на Азию, и основные покупатели именно из этих стран. И, конечно же, большой интерес представляют арабские страны. Ну, то есть Vogue Арабия тоже посмотреть не помешает, потому что это тоже большой тренд. Что ж, прямо сейчас пришло время ознакомиться с последними новостями, и мы передаем слово нашим коллегам. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. До 1 января следующего года подразделения пенсионного фонда будут принимать граждан только по предварительной записи или дистанционно. При обращении по телефону гражданину нужно будет назвать свое имя, паспортные данные, СНИЛС и кодовое слово. Назначать и выплачивать пенсии в это время будут на основе данных, имеющихся в межведомственных базах. Также через эту систему чиновники будут проверять сведения для продления выплат пенсий по потере кормильца и по доверенности, а также ряда других. Чтобы продлить пенсионные надбавки жителям Крайнего Севера, чиновники будут обязаны сами проверить факт регистрации человека по месту жительства или факт его работы на конкретной территории. Интерактивная выставка якутских производителей товаров в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» прошла накануне в столице республики. Формат организаторы выбрали необычный, но вполне в духе времени. Вместо павильонов и стендов презентовали товары бренда «Сделано в Якутии» модели, на каждой из которых был QR-код. При его считывании посетитель попадал на сайт с подробной информацией о том или ином товаре. Выставка направлена на популяризацию изделий местного производства. Это меха, национальные костюмы, украшения, музыка, музыкальные инструменты и многое другое. Это очень удобно. Вот на мне тоже QR-код, да? Можно прямо навести и узнать буквально вот этой фирме, которая вот одна из фирм, которые здесь не все, конечно, участвуют, только отобранные это отбирали Министерство предпринимательства участников фирмы. Это уже такие фирмы и компании, которые известны не только у нас в республике, они известны по всей нашей стране и даже за его пределами. И вот QR-код это очень удобно, ведь навел и в 1 минуту узнал буквально все, что хотел бы знать об этой фирме, об этой компании. Реплика символа российской власти, корона Российской империи, обмундирование Петра I, форма Преображенского полка, сохранившаяся полностью вплоть до шпаги, самый первый орден Андрея Первозванного, облачение митрополита Нестора Камчатского и другие редкие экспонаты. В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка, приуроченная к 300-летию со дня образования Российской империи. Экспозиция демонстрирует историю развития императорской власти в стране и раскрывает основные проблемы, связанные с политико-территориальным устройством государства. Цель ее – создание образа Российской империи, понятный каждому посетителю. Впервые показана ваза, которую Николай I заказал на императорском фарфоровом заводе. Здесь также представлены макет корабля, сделанного по чертежам Петра I, наградное оружие, парадные портреты российских императоров, церковная утварь и многое другое. Выставка будет работать до 1 марта. В Якутске завершился первый республиканский кинофестиваль короткометражного фильма «Республика кино». В рамках фестиваля прошли мастер-классы от приглашенных и местных именитых киноделов, а также конкурс короткометражного кино. Всего на участие в конкурсной программе фестиваля было направлено 110 заявок. Из них отобрали 16 лучших фильмов. Так, по мнению жюри конкурса, лучшим режиссером фестиваля стал Илларион Яковлев с фильмом «Таксист». А звание лучшего фильма завоевала работа Сарданой Барабановой «Дети войны». Достаточно сложный, конечно, нам дался выбор, потому что было очень много фильмов разнообразных, разных форматов, но лидеров мы определили фактически единогласно. И мы искали фильмы, которые имеют наибольшую художественную ценность, которые наиболее профессионально сделаны и которые имеют потенциал пойти дальше.
Еще одна хорошая новость. Глава Якутии Айсен Николаев приютил пса из Чурапчинского улуса. Да, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети и даже предложил подписчикам придумать кличку. Да, для имя новому питомцу. питомца. Знакомьтесь, мой новый друг. Появился он у меня недавно благодаря опытным охотникам из Чурапчинского улуса. В силу возраста, конечно, проказничает, но видно, что очень смышленый. Осталось придумать кличку. Как назовем, написал глава Якутии на своих страницах в социальных сетях. Среди предложений пользователей соцсетей в основном фигурируют якутские имена, к примеру, Ботур, Дагор, Булчут, Берген, Дархан. Ну, а вы, дорогие телезрители, также можете присоединиться на наш WhatsApp 8 914 273 4488. Свои варианты, пожалуйста. Да, мы обязательно предложим Айсену Сергеевичу. Да. Но мы продолжаем и вот поговорим о том, о чем сказали в самом начале. Это такая негативная немножко нота, конечно, мошенники, вот эти виртуальные мошенники, списывающие огромное количество денег с банковских карт и так далее, втирающиеся в доверие по телефону и тому подобное. Вот, Катя, у тебя часто приходилось сталкиваться с таким? Знаешь, нет, не часто, но тем не менее очень много знакомых, которые встречались с мошенниками. Ну, не вживую, конечно, но на них выходили по телефону. Причем мошенники сегодня находят все новые и новые способы, да? Технологии развиваются, и как бы вместе с положительными явлениями приходят еще такие негативные моменты. Вот как не стать жертвой мошенников, нам сегодня расскажет наша рубрика. Юрист. Всем доброго утра! Сегодня мы поговорим о такой популярной теме, как мошенничество именно с банковскими картами. Бывают у нас несанкционированные списания. Несанкционированные списания у нас двух видов. Это списание непосредственно, если вы потеряли банковскую карту, если к ней подключились удаленно. И также это второй вид мошенничества по телефону, когда у вас выпытывают прям персональные данные. Ну, конечно, всем неоднократно уже повторяли, что нельзя сообщать персональные данные третьим лицам, нельзя говорить номер карты, иные ее реквизиты, но, к сожалению, такое тоже бывает. Но и в этом случае можно быстро обратиться в банковской системе, осуществить возврат, но лучше всего, конечно, если вам задают такие вопросы, отключиться и самостоятельно перезвонить в свой офис банка и уточнить, правда ли есть какая-то угроза вашему счету, вашему вкладу, правда были какие-то перечисления в адрес третьих лиц. Ну, а вообще теперь о законодательной стороне вопроса. Что нужно делать, если у вас несанкционированно произошло списание? Во-первых, банк обязан проинформировать владельца карты обо всех совершенных по счету операциях. То есть вам должна обязательно прийти смс, что списание произошло. Это установлено статьей 13 закона о национальной платежной системе. То есть, если банк вас не проинформировал, это нарушение, банк обязан вам денежные средства будет вернуть. Во-вторых, клиент, получив сообщение о неправильной или несанкционированной им операции, должен незамедлительно сообщить банку не позднее дня, следующего за днем получения информации. То есть, если сегодня произошло списание, крайний срок завтра, и обязательно нужно обратиться в банк и сообщить. Это также установлено частью 11 статьи 9 закона о национальной платежной системе. Для чего это делается? Чтобы банк не мог отказать мне в возврате денежных средств. То есть если все соблюдаю и банк не обезопасил мой счет, я не предпринимал никаких действий, чтобы произошло списание, то это вина банка. Следовательно, банк возвращает мне денежные средства. В-третьих, если клиент сообщил в указанные сроки о том, что списание денег было инициировано не им, банк обязан возместить сумму операции в полном объеме. То есть мы возвращаемся к тому, что банк нам обязан возвратить деньги. В-четвертых, если клиент не сообщает банку о том, что операция не была им санкционирована, также это установлено законом, частью 14 статьи 9, банк деньги не возвращает. То есть мы видим, что мы обязательно должны в любом случае незамедлительно обращаться в офис банка. Все эти изменения введены в 2014 году. С момента введения данных изменений статистика показывает, что очень маленькое число дел трактуется в пользу банка, если мы соблюдаем следующий порядок действий, то есть сообщаем о том, что есть подозрение о несанкционированном списании денежных средств. Статистика по уменьшению числа мошенничества по списанию показывает уменьшение на 15%. Но это достаточно большая сумма и связана в первую очередь с вашей внимательностью, с тем, что вы перестали разговаривать с мошенниками и сообщать им персональные данные. Поэтому обязательно будьте внимательны, не сообщайте третьим лицам персональную информацию, касаемо не только карт, но и личных данных, и все будет хорошо. Хорошего дня!
Да, будьте внимательны и никому не сообщайте никогда свои персональные данные. Да, если у вас даже полный номер карты просят, это уже подозрительно, потому что банковские работники эту карту знают, просто для удостоверения попросят последние 4 цифры. А полный номер – это уже звоночек. 6 декабря на календаре. Мы поздравляем всех именинников этого дня. Я знаю, думаю, что их немало сегодня. Ну а Алиса Семенова нам написала на наш WhatsApp номер и обращается она, Паша, к тебе, между прочим, поздравляет с добрым утром и с выходом Павла Танина. Рада видеть его очень на экране и надеюсь, что больше он не пропадет и не оставит свою соведущую. Что спасибо большое вам, тоже всего отличного сегодня и всю неделю и последний месяц этого года. Постараюсь, Катя, я тебя больше не оставлять. Спасибо, Алиса, за поддержку. Вот. Ну а какими сегодня событиями за всю историю, вот каждый год человеческой жизни, ну в смысле цивилизации, запомнился день 6 декабря, узнаем из нашей традиционной рубрики. На календаре 6 декабря. Сегодня отмечают День рождения Санта-Клауса, День памяти великого князя Александра Невского, День «Надень свои ботинки», День гаспачо, День елки с варежками. По народным традициям в этот праздник чтят память святителя Митрофана Воронежского, епископа. В этот день устраивали народные гуляния. Люди развлекались катанием на санках, готовили праздничные блюда, пироги и пиво. Вечером проводили игры и забавы, а молодые девушки гадали на будущих женихов. Считалось, что дети, рожденные в этот день, становились прекрасными охотниками. Люди следили за луной. Если она была четкой и с рожками, то считалось, что зима будет студеной. События в этот день. Татаро-монгольское войско ворвалось в осажденный Киев. Первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити. В этот день произошел государственный переворот в России, в результате которого императрицей стала Елизавета Петровна, дочь Петра I. Был открыт ливерморий – химический элемент с атомным номером 116. В этот день родились Жозеф Луи Гей-Люсак, французский физик, химик, открывший бор, изобретатель. Николай Огарев, русский поэт, публицист, революционер. Фридрих Мюллер, немецкий и английский филолог, востоковед. Николай Баталов, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Тулио Кралли, итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи. Николай Амосов, советский хирург-кардиолог, русский писатель, академик. Владимир Наумов, советский и российский режиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР. Михаил Евдокимов, советский артист эстрады, актер, заслуженный артист Российской Федерации, государственный деятель. Александр Балуев, советский и российский актер театра и кино. Именины сегодня отмечают Ян, Федор, Теодор, Серафим, Митрофан, Иван, Елизар, Григорий, Борис, Алексей, Александр. До 9 декабря по всей России проходит видеокроссинг, как он называется, школьный конкурс видеооткрыток «Смотри, это Россия». Да, проходит он по инициативе Русского географического общества нашей республики. Суть проекта в том, что ребята со всей страны отправляют друг другу видеооткрытки о родном крае. Да, активные школьники, которые взяли в руки камеры и микрофоны, всегда готовы узнавать нечто новое. Вот Якутск. Это Красноярский край. Красноярский край! Привет из Якутска! Мы команда гимназистов из города Якутск. Мы хотим рассказать об исторической личности, которого мы, народ Сахалин, любим и почитаем. Речь пойдет о Максиме Кирилловиче Амосове, который был политический и государственный деятель тюркских народов СССР. Максим Кириллович
Ну, активные школьники, которые взяли в руки камеры и микрофоны, всегда готовы узнавать нечто новое. В ролике участникам необходимо рассказать о легендах своей области, мифах, преданиях, народных сказках или фольклорных персонажах. И отрадно, что конкурс организован по инициативе юных активистов нашей республики. 10 лет поступил в школу, где научился писать и читать. Возле школы жили полицейные. И сегодня у нас в гостях директор Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Варвара Васильева. А также ученик 11 класса Якутской городской классической гимназии, воспитанник кружка «Я и право» Кирилл Горохов. Доброе утро. Доброе утро. Варвара, ну немного о конкурсе, да? Почему видеокроссинг? Немножко расскажу, да, о том, что вот конкурс начался в прошлом году. И в прошлом году замечательная идея пришла как раз-таки Горохову Кириллу, который стал инициатором этого конкурса. Ну и сформировав вот такой пул интересных тем, мы решили, что в этом году тема будет называться «Традиции, легенды нашего края». Почему? Потому что как раз-таки это история об любви к своей родине, своему народу. И, конечно же, через такие маленькие видеооткрытки можно узнать новое что-то о традициях, например, скажем, да, о легендах. Тем более весь наш народ как раз-таки пронизан вот этими всеми мифическими легендами. Да? Ну и самое, что интересное, что практически все дети, которые участвуют в нашем видеокроссинге, они понимают, что это почти полупрофессиональный конкурс, даются очень хорошие мастер-классы для тех, кто может быть видеооператором, для тех, кто может находить локации, потому что интерес к локациям сейчас мы очень сильно, вот как бы скажем, на это обращаем внимание. Даже музыку, подборку подобрать, да, это тоже очень интересно. Но вот почему именно легенды традиций, как вот эта идея пришла? Что касается легенд традиций, то тут больше была идея в том, что все-таки действительно много людей по всей России, много школьников, людей старшего возраста не знают о своем крае большей части интересных фактов. И мы решили как-то это исправить путем такого вот познавательного обмена информацией друг с другом. Считаем, что эта идея была весьма успешной. Ну, то есть такая история, которая подстегивает людей изучать историю родного края. В принципе, да, это очень актуальная тема, мне кажется, для многих регионов России. Очень познавательно, да, и полезно. Ну а как отбирают лучших авторов, лучшие видеооткрытки, по каким-то критериям? Кто Конечно, да. оценивает? Да, оценивает вообще. У нас будет голосование до 9 числа, до 9 декабря. Почему? Потому что как раз-таки общество и выбирает, все регионы начинают активно голосовать. В данное время 86 тысяч голосов уже есть по всей Российской Федерации. У нас 85 регионов, все участвуют. Если говорить о масштабах, числах, которые у нас есть реально, то это получается более 3600 команд, это получается более 18 тысяч детей, которые проявили интерес. Ну и за ними стоят родители, бабушки, дедушки, которые готовы голосовать, и одноклассники даже, да. И получается, что голосование идет открытое. Можно зайти на страницу нашего сайта Look It Russia и проголосовать за тот ролик, который вам понравился. Проголосовать может любой? Проголосовать может любой, потому что, ну, еще раз скажу, это история про родину, про любовь к родине, про семью. Почему? Потому что все равно за детей голосуют родители. Ну вот опять же, говоря про голосование, есть ли какой-то лимит? То есть, ну, есть конкурсы, где можно там раз в день проголосовать? Или в этом случае только вот один голос? С одного человека один голос? Да, с одного человека один голос. И вот если взять, например, прошлогодний опыт, то у нас получилось 200 тысяч человек проголосовало. То теперь до конца еще у нас есть целая неделя, у нас 86 тысяч уже проголосовавших. По Якутии быстренько скажу, до нас проголосовало 13 тысяч, поэтому хотелось бы, чтобы проголосовали больше. Конечно, каждый якутянин, наверное, должен, я думаю, да? Ну да, обязан, может. Ну, может быть, просто другие регионы численностью населения могут взять. Нет, у нас здесь мы делим их на две части. У нас получается, регионы у нас получают отдельно подарки, и наш регион, Республика Саха-Якутия, так как мы организаторы, да, мы получаем тоже другие подарки. Это другая линейка подарков. Вы упомянули про мастер-классы от профессионалов. Чему можно научиться в рамках конкурса вот этого? Да практически всему, наверное. Почему? Потому что очень хорошие видеооператоры со всей Российской Федерации дают мастер-классы. Потом, как найти лучшую локацию, как вообще сделать видеооткрытку, как вообще сделать даже туристический маршрут, да, для того, чтобы рассказать. То есть вот эти мастер-классы, они все равно профориентационные. Для того, чтобы ребенок мог точно сделать так, как нам хочется.
Ну, а если подробнее о ребятах, которые вот как раз-таки представляют нашу республику, да, что конкретно они сняли, в чем, какая тематика, да? Мы как раз видим видео, какую тему выбрали ребята. В Якутске началась основная деятельность Максима Кировича. Здесь он Ну, вообще, как мы заметили, большинство ребят с нашей республики рассказывают о своем крае, о героях, о различных деятелях тех или иных сфер. И это по-настоящему отрадно. И даже вот мне, казалось бы, 11-класснику, который более-менее что-то знает в этой области, было по-настоящему интересно и увлекательно смотреть и познавать что-то новое, исходя из их видео. Ну, вот говоря про 85 регионов, вы сказали, приняли уже участие, можно ли как-то отметить самые активные, тройку активных, допустим? Конечно, да. Это вот получается у нас Калининградская область, Самарская область и получается Пермский край. Это вот линейка как раз-таки тех регионов, в которых не проживает огромное количество, но в то же время есть очень большой потенциал. И, конечно, Москва и Московская область тоже. Ну, по итогам конкурса, да, что получают ребята, помимо новых знаний? Прежде всего, наверное, это формирует как раз-таки вот новая вообще система или подход воспитания гражданина-патриота. Вот мы считаем это, во-первых, да, почему? Потому что как раз-таки, когда ты ищешь, когда ты смотришь, когда ты делаешь, это все пронизывается любовью, да, к своей родине, к малой родине, к своим корням, да. Ну и, во-вторых, это ты уже понимаешь, чего ты хочешь. Многие, вот, например, определенно говорят, что «О, я, оказывается, буду видеоблогером, там, видеооператором, там, кем-то еще, да, мне понравилось это все снимать», да. Ну, линейка, если взять про призы, скажем, да, то, получается, мы в этом году будем давать смартфоны, в прошлом году давали мы ноутбуки каждому члену команды, это, получается, у нас порядка 30 больших подарков, и, конечно же, будут у нас поощрительные призы, это номинации, это сертификаты, это грамоты, как раз-таки целевой фонд нашей республики. Он является нашим большим другом и партнером, который будет давать подарки. Ну и РГО тоже у нас как раз-таки партнер. У нас в этом году более 20 партнеров, которые поддерживают данный проект. Это же большой интерес получается. Ну да, это такой показатель. Но я думаю, имеет смысл еще раз наших земляков призвать проголосовать за наших земляков. Пожалуйста. Как это сделать? Да, конечно. Спасибо большое за предоставленную возможность. Не премину ею воспользоваться. Уважаемые земляки, призываю вас участвовать в голосовании за лучший видеоролик в конкурсе «Смотри, это Россия». Отдайте свой голос полюбившейся команде и сделайте правильный выбор. Большое спасибо. До 9 декабря нужно будет проголосовать. Обязательно тайминг мы соблюдаем. И нужно будет 14 подключиться тем командам, которые победили. И, конечно же, получить призы с наших рук и с рук главы нашего региона. Да, времени совсем немного, всего 3 дня остается, да. До завершения голосования, да, получается. Завершения голосования, да. Вот. Ну что ж, голосуем активнее за наших ребят. И будем за них болеть. Ну, кто уже проголосовал, будут болеть, чтобы голосовали другие люди еще больше. Варвара, Кирилл, спасибо большое, что пришли в нашу студию сегодня, рассказали нам еще раз, да, ну, потому что не первый раз мы в этой студии говорим об этом конкурсе. Ну и будем надеяться, что, да, наши представители нашего региона займут какие-то топовые места. Да. Спасибо большое, отличного дня. Ну, а мы сейчас ненадолго прервемся, после чего, наверное, многие ждут астрологический прогноз. Я вот жду, например. Я тоже его всегда обожаю и хочу услышать. Прямо сейчас небольшая пауза, после нее вернемся. Утро Якутии в эфире, телеканал Якутия-24, НВК Саха, Катерина Винокурова, Павел Танин в студии. Это утро с вами встречаем. 6 декабря на календаре, а мы продолжим наш эфир после выпуска новостей. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Международная арктическая стартап-экспедиция по обмену опытом в сфере инноваций, поиску и поддержки технологических проектов на севере и в Арктике стартует в республике в середине декабря. Изначально стартап-экспедиция работала по Дальнему Востоку, а в 2020 году как экспедиция акселератора Би-8 по всей России. Экспедиция охватит Россию, Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию, Канаду, Исландию, США и продлится до конца следующего года.
года. В этом году в стартап-экспедиции будет 3 трека: молодежное технологическое предпринимательство, сохранение культуры коренных народов через новые технологии и зеленые технологии. Научить отличать сайты-однодневки от реальных порталов, рассказать школьникам на простом языке о сложных схемах интернет-мошенников. Эти цели преследуют якутские волонтеры. Они сами, старшеклассники, уже не раз сталкивались с обманом в глобальной сети. Уже год добровольческая команда работает в Якутске, и благодаря их работе сотни подростков не попались на удочку злоумышленников. Сейчас в планах волонтеров кибербезопасности выходить на республиканский уровень и просвещать школьников по всей Якутии. Для этого, благодаря гранту главы республики, закупили все нужное оборудование. Именно рассказать эту историю, да? В этом году мы приняли участие и выиграли грант главы Республики Саха-Якутия. Тем самым мы приобрели необходимую нам технику. Мы приобрели веб-камеру, да, микрофоны. И в прошлом году, например, мы проводили дистанционные занятия, где нам не хватало такой техники. И сейчас у нас есть все, мы уже готовы работать с улусами. В прошлом году мы работали только со школами города Якутска и работали только со старшеклассниками. А сейчас мы планируем уже выйти на все школы. В этом году мы участвовали в республиканском проекте «Моя законотворческая инициатива», где внесли предложение, чтобы во всех школах нашей республики ежегодно проводилась декада по кибербезопасности, где каждый ребенок смог бы получить соответствующие и актуальные знания. Потому что мы считаем, что детей нужно с начальных классов уже обучать, как вести себя в интернете. Ведь это очень важная информация, особенно в современном обществе, когда каждый, независимо от возраста, пользуется интернетом и может попасть на уловку мошенников. В Горном Улусе прошло чествование борцов, братьев-чемпионов Германа и Александра Кантоевых в честь 20-летия достижений якутян на чемпионате мира в Софии и 50-летием Германа Кантоева. Указом главы Якутии Айсена Николаева Герману Кантоеву присвоено высокое звание заслуженного работника физической культуры и спорта республики. Александр Кантоев награжден грамотой главы республики. В рамках мероприятия прошел республиканский турнир по вольной борьбе с участием гостей из Бурятии и Монголии. Всего на ковер вышли 58 участников из 9 команд. Борцы оспаривали медали в 5 весовых категориях. Победителями турнира стали Дюлустан Федоров, Александр Авелов, Егор Захаров, Буян Циренов и Никита Хабаров. Вот сегодня Герман Степанович спецприз приготовил чемпиона 57 килограммов. Серебряную, чисто серебро, медали с бриллиантом якутской. Вот этот праздник проводили вот в самом высоком уровне. Вот спасибо вам, Горном Улусе, и дальнейших еще процветания, и еще дальнейших вот таких. Каждый год вот этот турнир еще процветал. К этому часу пока все. Я с вами прощаюсь. Отличного дня. Доброе утро. Мы продолжаем. Охотники из Казахстана продолжают обычаи своих предков. Вот так недавно под Алматой произошло состязание ловчих птиц. Давайте посмотрим, как это было. Заснеженные холмы южного Казахстана и яркое, почти зимнее солнце. Вот так видят этот мир кыраны. В Казахстане так называют беркутов. Неподалеку от Алматы прошел турнир «Сонар-2021». Это состязание ловчих птиц. Со всего Казахстана приехали десятки участников с соколами, ястребами и орлами. Главные же гости традиционного для Средней Азии соревнования – это большие беркуты. В Казахстане этих птиц называют «золотыми орлами». Они же символ страны, изображенный на ее флаге. Эти хищники – прирожденные охотники. Могут за секунду разделаться не только с мелкими грызунами и зайцами, но и с лисами. Для этого нужна длительная дрессировка, а еще идеальное взаимопонимание с хозяином. Это вид искусства больше считается, чем охота. То есть ты с ружьем можешь там добыть намного больше дичи, а тут беркут надо все время тренировать, ухаживать там. Выбирать удобные позиции для охоты. Искусство дрессировки и взаимодействия с птицей в Казахстане веками передается из поколения в поколение. Однако молодые люди интересуются этим все меньше. Традиции предков, они продолжают это искусство.
Больше, ну, не знаю, вот развлекается иногда вот молодежь, но потом бросает быстро. Которые именно сейчас более 10-20 лет занимаются, вот они вот, которые предки занимались этим искусством, вот сейчас внуки, правнуки уже с этим продолжают. Для охотника Руслана, впрочем, никогда не было вопроса, заниматься ли дрессировкой и разведением ловчих. Это инстинкт самосохранения. Мы должны чтить традиции и свою самобытность, говорит он. Замечательная традиция, требующая много-много навыков, тренировок в том числе. Ну а прямо сейчас подошли мы к тому, чего многие ждут с самого начала нашей программы, Катя особенно. Да. Это астрологический прогноз на всю грядущую неделю. Давайте узнаем, что же нас ждет. Правильное решение в начале этой недели Овен сможет найти исключительно благодаря собственной интуиции. Гороскоп говорит, что в это время вы почувствуете себя более целеустремленным, чем обычно. Также вам захочется добиться чего-то серьезного самостоятельно, не полагаясь на помощь других людей. Во всех сферах жизни Овнам горит зеленый свет. Тельцы, проявите терпение и выдержку в начале недели. Знакомство с интересными людьми принесет дальнейшие перспективы в работе. С середины недели для некоторых тельцов удачными будут покупки, связанные с обслуживанием автомобиля. Близнецы, приготовьтесь к испытаниям. В начале этой недели их будет немало. Хотя вы все заранее рассчитали, внимательно продумали тактику и стратегию претворения в жизнь задуманных проектов и неуклонно следуйте своей линии действия в нужном направлении. Для успеха близнецам потребуется полная уверенность в своих намерениях, а все остальное станет итогом упорного труда. Раки, во вторник в разговорах с начальством не перегибайте палку. В среду стоит взять на себя роль ответственного координатора. У вас будет масса возможностей блеснуть талантами. Намечается тенденция роста благосостояния. Появляются перспективы и новые дела. Но рак нуждается в четком мышлении и осторожности в соединении с честными, беспристрастными советами человека, которому вы можете доверять. В пятницу не загружайте себя чужими проблемами. Это не ваше. Лев, в общении с друзьями старайтесь не давать непродуманных обещаний и помогать в основном словами и нужной информацией. Несмотря на наличие противоречий, сейчас их обсуждать не стоит, а вот творческий позитив может накатить на львов совершенно неожиданно, буквально на ровном месте и без предупреждения, как цунами. Во вторник девы будут чувствительны к различным интересным высказываниям известных и не очень людей. Есть вероятность встретить книгу с интересным слогом и нестандартными мыслями. Ну или пообщаться с оригинальным человеком вживую. Времени хватит на все, только не хватайтесь за 20 дел одновременно и тщательно продумывайте каждый свой поступок и слово. Интеллектуальная деятельность весов находится на подъеме, тем самым обеспечивая дополнительную уверенность того, что любые хорошо продуманные начинания обречены на успех. Некоторым весам захочется погрузиться в себя. Доверяйте своей интуиции, которая вас не подводит. Она поможет добиться успеха. Многим скорпионам до среды придется активно поработать с телефонными справочниками и расширить свою записную книжку, чтобы быстро решить все возникающие вопросы. Вам захочется обозначить новый этап своей жизни, найти новый образ, отказаться от вредных привычек. При физической работе старайтесь соблюдать меру, чтобы не выйти из строя. Уделите больше внимания личной жизни, но не делитесь своими тайнами с посторонними, чтобы не стать объектом интриг. Стрельцы, если вы хотите обзавестись парой-тройкой новых положительных качеств, скажем, повысить работоспособность или стать более пунктуальным, у вас будет шанс это сделать. Это время подарит стрельцам единомышленников. Используйте командную работу как средство достижения совершенства во всем. И постарайтесь сами быть безупречными. Козероги, вторник – один из самых удачных дней недели. В этот день многое успеет решиться. Могут открыться новые возможности. Но у некоторых в этот день будет много претензий к близкому партнеру и окружающим, которые, как кажется, задевают их самооценку. Ближе к концу недели козерогам, скорее всего, придется целыми днями разгребать накопившиеся проблемы.
Водолеи получат большую власть. На работе в идеальный порядок приведите всю документацию. Благодаря этому вы ощутите внутреннюю легкость и душевное равновесие. А вот в среду водолеям от начальства лучше держаться подальше. Его может раздражать ваша активность. Вам хочется и хорошей жизни, и прекрасных отношений с окружающими. Тогда работайте и не сетуйте, что нет времени на развлечения. Всех жизненных благ звезды в начале недели рыбам не обещают, но успех в делах, пополнение бюджета и исполнение достаточно реальных желаний постараются осуществить. Вы производите благоприятное впечатление на окружающих. Им кажется, что вы можете все. Но никто не догадывается, как трудно вам это дается. По максимуму воспользуйтесь дарами фортуны. Тем более, что она приготовила еще и пару приятных сюрпризов на любовном фронте. Каким бы ни был прогноз, мы все равно желаем вам, чтобы все было хорошо. Главное — настрой, и все обязательно получится. Да, ну а мы вернемся ненадолго к теме про мошенников. Вот пришло одно сообщение. Ну, суть его в том, что человек просто блокирует номера, незнакомые номера, которые ему звонят, ну и так тоже защищается от мошенников. В принципе, эффект, точнее, способ действенный, но лучше тогда хотя бы просто обращать внимание на коды регионов, с которых звонят, тоже помогает. Ну, тоже совет. Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Говорим вам до свидания. Увидимся завтра в это же время.